2024 действия закона об общественном контроле. И сегодняшний семинар по разъяснению этих норм нам представит заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Альжанова Жанаргуль Балгабековна. Жанаргуль Балгабековна, слово вам. Так, уважаемые участники семинара, я рада приветствовать вас сегодня. Действительно, как вот уже Мурат Аманжолович проговорил, что с 4 апреля вступил в действие закон об общественном контроле, который был разработан в целях реализации поручений президента, озвученных в послании народу Казахстана в 2020 году. В течение 3 лет велась работа по разработке этого закона. Я знаю, что многие из вас принимали активное участие в его разработке, в то же время в обсуждении, когда он больше года находился в стенах парламента. Потому что работа по обсуждению и по разработке, она велась с участием всех сфер. И теперь о самом законе, который уже принят и вступил в действие. Сам закон, он очень компактный и состоит из 16 статей. И в первую очередь он направлен на регулирование общественных отношений, связанных с организацией и осуществлением общественного контроля. То есть в законом определяются основные понятия, которые используются в сфере общественного контроля. Законом определяется, кто является субъектом, также кто является объектом общественного контроля, и уточняются их права и обязанности в ходе осуществления общественного контроля, определяются формы общественного контроля, которые применяются членами, вообще гражданами в ходе осуществления общественного контроля, и также регламентируется порядок рассмотрения итоговых документов, которые принимаются по итогам осуществления общественного контроля, и также регламентируются вопросы обеспечения, а также ответственности, которые могут возникать в ходе осуществления общественного контроля. Итак, я прошу демонстрацию слайда. Талгат, пожалуйста, подключите демонстрацию. Я прошу прощения, у нас сегодня просто в здании Дома министерств некоторые проблемы с интернет-связью, поэтому мы вынуждены выходить с мобильных телефонов. И немного проблема с демонстрацией слайдов. Но в первую очередь я хочу вам сказать, что самая ключевая позиция, ключевое понятие по закону об общественном контроле — это что является вообще общественным контролем. То есть общественный контроль — это деятельность субъектов общественного контроля, которая направлена на анализ и оценку. Анализ и оценку актов и решений объектов общественного контроля на соответствие общественным интересам. То есть общественный контроль может проводиться по вопросам, которые вызывают вопросы, по вопросам деятельности, которые направлены как раз-таки на обеспечение общественных интересов. И самое главное, что общественный контроль, он не подменяет. Мы должны четко знать разграничение, что общественный контроль — это не государственный контроль. То есть слово «контроль» мы не путаем со словом «проверка». Наша деятельность, деятельность общественного контроля — это в первую очередь анализ и оценка. Кто является субъектом общественного контроля? Кто является субъектом общественного контроля? Итак, цель деятельности общественного контроля, спасибо, уже слайд запустили, да, третий слайд, пожалуйста.
Цель деятельности общественного контроля — это в первую очередь обеспечение участия граждан в управлении делами государства. В законом также обозначены задачи. Следующий слайд, пожалуйста. Принципы осуществления общественного контроля. Принципы это в первую очередь законность, публичность, открытость и прозрачность, добровольность участия, а также независимость субъектов общественного контроля. Кто является субъектом общественного контроля? Слайд, пожалуйста, дайте. Субъектом общественного контроля в первую очередь являются граждане Республики Казахстан. Это ключевая позиция, потому что здесь не следует путать с физическими лицами, а обязательно лица, имеющие гражданство Республики Казахстан. Но при этом есть статья 6, где оговариваются условия участия, и не допускаются к участию, к осуществлению общественного контроля. Это лица, которые Жанаргуль Благобековна. Жанаргуль Благобековна, вы нас слышите? Мы вас не слышим. Так. Сейчас, минуточку. Жанаргуль Благобековна. Не допускать. я прошу прощения, ага. Не допускаются лица, которые имеют непогашенную или не снятую судимость, которые признаны судом недееспособными или ограниченно недееспособными, они не допускаются к осуществлению общественного контроля. Также не допускаются лица, которые не достигли 18-летнего возраста, также состоящие на учете в организациях, которые оказывают медицинскую помощь. То есть, попросту говоря, те, которые состоят на учете в психдиспансере или в наркодиспансере, они не допускаются к осуществлению общественного контроля. И ключевое, что к осуществлению общественного контроля не допускаются лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений. Следующий субъект общественного контроля — это некоммерческие организации, зарегистрированные в Республике Казахстан, за исключением религиозных объединений. Здесь следует отметить, что некоммерческие организации с иностранным участием, а также деятельность которых приостановлена, запрещена, либо приостановлена в соответствии с действующим законодательством, также не допускается к осуществлению общественного контроля. Здесь есть одним из субъектов общественного контроля являются иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия по осуществлению общественного контроля. В их числе это общественные советы, которым уже в рамках закона об общественных советах даны права и полномочия по осуществлению общественного контроля. Также это участники национального превентивного механизма, которые осуществляют общественный контроль в местах лишения свободы на предмет соблюдения их прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей. И также там, допустим, члены специальных мониторинговых групп и другие. Кроме того, здесь следует принимать во внимание, что за иными субъектами также могут быть те субъекты, которые могут появиться в рамках отраслевого законодательства. К примеру, в настоящее время общественный экологический контроль могут осуществлять аккредитованные некоммерческие организации. Точно так же в каких-то отраслевых законодательствах могут появиться
могут быть более расширенные формы общественного контроля, как порядок может быть осуществляться более детально прописаны именно в той отрасли, и там могут появиться новые субъекты. Следующий слайд, пожалуйста. В отношении кого осуществляется общественный контроль? А, В первую очередь это органы учреждений исполнительной государственной власти и местного государственного управления. В их числе это на республиканском уровне это деятельность всех министерств. Тут следует отметить, что агентства к их числу не относятся, поскольку агентства они являются подотчетными напрямую и подчиненными президенту Республики Казахстан. Соответственно, их деятельность не подвергается общественному контролю. И точно так же деятельность тех госорганов, которые перечисленные в статье 3. Это то есть органы прокуратуры, органы судебной власти, это специальные государственные органы, это органы, те органы, деятельность которых вот может те органы, которые перечислены в статье 3 настоящего закона. Следующее – это государственные учреждения, не являющиеся государственными органами. К ним относятся объекты образования и здравоохранения, дошкольные организации, то есть это все подведомственные организации, деятельность которых осуществляется за счет средств государственного бюджета. Если То есть деятельность всех подведомственных учреждений, деятельность которых осуществляется полностью за счет средств государственного бюджета. Следующее – это субъекты квазигосударственного сектора. Здесь тоже следует отметить, в случае, если учредителем является государство, либо их деятельность полностью осуществляется за счет средств государственного бюджета, то деятельность этих субъектов квазигосударственного сектора также подлежит осуществлению общественного контроля. Кроме того, в статье 3 есть пунктом 3 обозначено, что каким образом в отношении чего осуществляется общественный контроль в Фонде национального благосостояния и национальных компаниях, которые входят в группу фонда. То есть там общественный контроль осуществляется вот в отношении государственных, социальных и научно-инновационных проектов, национальных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств. А также, когда фонд оказывает благотворительную помощь, то тогда вот в отношении этих проектов обязательно может осуществляться общественный контроль. Следующий объект общественного контроля – это автономная организация образования. К ним относятся Назарбаев интеллектуальные школы во всех регионах, а также Назарбаев университет. Кроме того, объектом общественного контроля также являются исполнители функций центральных или местных исполнительных органов. Ну, к примеру, вот на сегодняшний день это деятельность некоммерческих организаций в той части, именно в части вот оказания специальных социальных услуг это может быть возможно. И если в случае там государственная функция была передана в конкурентную среду, это вот, к примеру, те ТО, которые осуществляют технический осмотр автомобилей, то есть где функция осуществляется за счет средств государственного бюджета, также может подвергаться общественному контролю. Так, в следующих слайдах расписаны права и обязанности субъектов общественного контроля, но здесь более мы подробно, в принципе, в законе это все прописано. Я прошу пролистать и остановиться на слайде, который вот формы общественного контроля. Формы общественного контроля. В законе предусмотрены указаны три основные формы общественного контроля. Это общественное обсуждение, общественная экспертиза, общественный мониторинг. 3 формы, но кроме того оговаривается, что общественный контроль может осуществляться также в формах, установленных законодательством Республики Казахстан.
То есть в других отраслевых законах могут быть предусмотрены и другие виды общественного контроля, которые присущи вот для других субъектов общественного контроля. К примеру, в законе об общественных советах дополнительно к этим формам есть две формы. Это общественные слушания и также заслушивание отчетов руководителей государственных органов. Эти формы также могут применяться членами общественного контроля. Следующий слайд, пожалуйста, дайте. Вот общественное обсуждение проводится в целях организации вот публичного рассмотрения актов и решений объектов общественного контроля, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. Здесь в законе тоже подробно говорится, что за 3 рабочих дня субъект общественного контроля размещает в средствах массовой информации тему, дату и время, место проведения, форма, какая будет общественного контроля, и информацию, относящую к деятельности. За 5 рабочих дней до даты проведения общественного обсуждения он уведомляет и приглашает представителей объектов общественного контроля. То есть вот вот на сегодняшний день общественное обсуждение одно из таких форм, которые широко применяется субъектами на сегодняшний день вот институтами гражданского общества, потому что это могут быть по различным по вопросам, которые вот касательно реализации вот общественного интереса затрагивает какие-то вопросы. Цель этого вот в законе, когда мы прописывали, самое главное, чтобы учитывались позиции обеих сторон. А то зачастую бывает, что однобокая информация, чтобы этого не произошло, мы уже в законе вот прописано, что когда проводим общественное обсуждение, обязательно уведомление и приглашение. Другой вопрос, что если объект общественного контроля не принимает участие, не изъявляет желания, то тогда по итогам общественного контроля обязательно готовится итоговый документ, который будет содержать определенные рекомендации, которые направляются объекту общественного контроля. Следующий. Общественная экспертиза, он осуществляется в целях анализа и общественной оценки актов и решений объектов общественного контроля, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц. Субъекты общественного контроля имеют право привлекать экспертов или экспертные организации. Соответственно, здесь есть в законе оговаривается, что кто может быть экспертом. Заключение общественной экспертизы оформляется в виде итогового документа и направляется объектом общественного контроля для рассмотрения. Следующее – это общественный мониторинг. Общественный мониторинг проводится путем сбора, обобщения, анализа информации. В принципе, это одно из форм, которые в настоящее время широко применяется представителями гражданского общества. Очень такая, большое количество мониторинговых действий даже в настоящее время оно используется. И субъекты общественного контроля при необходимости могут посещать территории помещения объекта общественного контроля по согласованию с объектом общественного контроля. Есть такое право, получается, у субъектов посещать. Объекты общественного контроля могут отказать только в случае, если уже ранее в течение 6 месяцев именно в том же месте и по одному и тому же вопросу проводился уже общественный мониторинг. Только в этом случае могут отказать в посещении. Теперь вот следующий слайд, пожалуйста. Граждане Республики Казахстан, как субъекты общественного контроля, могут осуществлять общественный контроль как непосредственно, так и через объединение в группы общественного контроля. И механизм формирования, он довольно прост, и намерение
решение вот об утверждении состава группы общественного контроля, она оформляется в виде протокола в произвольной форме. Единственное, количественный состав группы не должен превышать до 5 человек. Вот. При формировании группы общественного контроля субъект также должен учитывать соответствие граждан условиям участия общественного контроля, предусмотренных пунктом предусмотренных статьей 6 закона. Следующий слайд, пожалуйста, дайте. Итоговый документ. После завершения процесса общественного контроля разрабатывается обязательно итоговый документ, который может быть в виде письма, заключения, протокола и так далее, в который содержит предложение о мерах по устранению причин и условий, которые способствовали нарушениям, выявленным в ходе общественного контроля. И здесь, когда согласно закону, в принципе, применяются также нормы административно-процедурно-процессуального кодекса, рассматриваются итоговые документы в том же порядке, также имеет место обжалование результатов по рассмотрению, и также могут проводиться заслушивания сторон и какие-то ответственность за нарушение рассмотрения итогового документа, она также регламентируется нормами, которые уже предусмотрены в рамках административно-процедурно-процессуального кодекса. И в целом материально-техническое и организационное обеспечение общественного контроля, она осуществляется за счет средств субъекта общественного контроля, а также иных источников, которые установлены уже законодательными актами. То есть если со стороны субъектов общественного контроля какие-то по привлечению средств для осуществления общественного контроля, она может в рамках, главное, чтобы она соответствовала требованиям действующего законодательства. И также ответственность за нарушение законодательства об общественном контроле влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Уважаемые участники семинара, вкратце по основным моментам закона я прошлась, по основным положениям закона об общественном контроле. Далее я готова ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, разрешите вопрос? Да. Значит, Кудеринов Мурат, зампредседателя экологического объединения. Вот у нас тоже в свое время в экологическом кодексе была заложена норма по общественному экологическому контролю. Я правильно понимаю, что данный закон также распространяет свое действие и на экологические объединения, которые осуществляют экологический контроль общественный? Да, по сути, наш закон об общественном контроле, он является рамочным, и здесь в самом законе он написан в части неурегулированной законодательными актами. Все понятно. То есть, допустим, Я общественный экологический контроль осуществляется в рамках положения экологического кодекса. Понятно. Все, что не урегулировано этим законом, все, что урегулировано экологическим кодексом, значит кодексом. Да. Спасибо. Все, есть еще вопросы? Да, Сара Имбарова, руку подняли, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ранее норма закона предполагала, что субъект общественного контроля не имеет права распространять собранную информацию до момента отправки заключительного итогового документа. Скажите, пожалуйста, эта норма сохранена в новом законе? Прям в таком виде она не сохранена, но есть ответственность сторон, что до получения, до окончания общественного контроля выводы же у вас же тоже вы же еще не владеете полной информацией. Это же может быть односторонняя информация. Спасибо. Следующий руку поднял Кажим Джумалиев. Здравствуйте. Общественный совет Министерства экологии и природных ресурсов. Вопрос такой был, точнее, тезис о том, что
значит, могут быть обжалованы результаты общественного контроля. А кем, где, в каких, ну, на каких условиях, да, то есть кто, как говорится, истина в последней инстанции, да, потому что у общественников свое мнение, причем у разных групп общественников может быть абсолютно разная, диаметрально противоположная точка зрения на один и тот же вопрос. Вопросов много. Потом, как решаются вопросы, допустим, связанные с какой-то коммерческой информацией, да, то есть подписывается ли теми общественными контролерами, которые осуществляют проверку или мониторинг, какие-то, значит, специальные документы о нераспространении этой информации, как вот этот вопрос. То есть мы все это должны понимать. Спасибо. Теперь смотрите, касательно вот рассмотрения порядка, как я уже сказала выше, когда при разработке закона мы отдельно какие-то нормы не придумывали, поскольку в любом случае обращение субъекта общественного контроля, оно заходит в объект посредством портала ЕОТНШ, соответственно, все нормы, они предусматривают как порядок рассмотрения и ответственность сторон за рассмотрение, она предусмотрена уже в рамках административно-процедурно-процессуального кодекса. Поэтому вот в рамках АППК и какого-либо, я поняла ваш вопрос, уполномоченного органа по вопросам общественного контроля нет. И то есть последняя инстанция, вот после обжалования, это уже вы имеете право обжаловать, и вы уже в судебном порядке. Ну, то есть получается, что мы многие годы уходили от многочисленных проверок, которые государство имеет право проводить для того, чтобы, так сказать, упростить жизнь. Но тут получается, что любые общественники, имеющие там, я смотрел, квалификационные требования весьма несущественные, там 2 года опыта работы в соответствующей отрасли, и ты можешь уже стать общественным контролером, да, то есть и ты будешь приходить и, там, так сказать, условно говоря, осуществлять проверку там, субъекта некоммерческой общественной организации там, или еще что-то. И некоммерческая общественная организация должна за собственный счет, получается, решение этих экспертов в суде опротестовывать. Я правильно понял? Нет, вы неправильно поняли. Во-первых, сама по себе, я вот уже проговаривала, что следует обратить внимание на понятие общественного контроля. И общественный контроль, он не подменяет под собой государственный контроль. И когда субъект общественного контроля, если он вырабатывает какие-то рекомендации, то объект его рассматривает. Но при этом какие средства могут быть затрачены при рассмотрении рекомендаций? А если уже субъект, там, допустим, гражданин, он недоволен принятым им решением, то, соответственно, инициируется обжалование и так далее. Он дальше уже инициируется. Это в рамках АППК уже предусмотрено. Спасибо. Дальше руку поднял Плюснин Игорь. Ваш вопрос. Здравствуйте, Плюснин Игорь, общенациональное движение против коррупции Жанна Рупа, Акмолинской области. Ну, мы в первую очередь хотели бы, вот я и Арман Садыков, это Союз потребителей общественных монополий, тоже общественно-национальное, это, вернее, общественное объединение. Вот у нас в первую очередь мы уже общественным контролем в рамках деятельности общественных советов и в рамках деятельности при партии, там общественных советов по противодействию коррупции, партийного контроля. Хотелось бы вот узнать, мы осуществляли деятельность по внедрению общественного контроля на территории Акмолинской области в рамках реализации национальных проектов, которые, как вы знаете, уже поставлены на упразднение. Вот. И даже принимали участие в рабочей группе по разработке данного проекта, данного закона еще в рамках проекта. Но первый вопрос, почему так поздно занялись разъяснением этого закона? Этот закон вступал в силу в течение полугода, а вы, когда он уже вступил, вы только теперь занялись разъяснением. Нас вот этот вопрос волновал. Потом, после окончания, значит, общественного мониторинга у нас произошла такая ситуация. Мы выработали некоторые рекомендации для исполнения местным исполнительным органам и дали оценку работы деятельности там, местным государственным органам, да? В итоге у нас сейчас инициировано около 24
4 судебных исков, и в том числе вот сегодня утром был иск рассмотрен с МАС к агентству Республики Казахстан по противодействию коррупции, управлению превенции. Но при этом мы получаем только такие ответы: приняты к исполнению рекомендации. Никаких либо заслушиваний, ничего не проводится. Ну, это вот по факту, что происходит, да, в течение уже нескольких лет. Даже не в рамках, там, тот же общественный контроль, он предусмотрен пунктом 47 концепции, антикоррупционной концепции, да, которая была уже 2 года как применена, да. Это предусмотрено в рамках проектного управления, там, положением, да, проектного управления. Но это общественный контроль, он никак не действует. Вот. Тем более вы так поздно начали его заниматься разъяснением для общественности. И общественность вы сейчас охватываете очень узкую. Это или общественные советы, где разъяснение гражданам. И вплоть до того, что мы с письмами обращались в центральные государственные органы, мы с письмами обращались в министерство, мы с письмами обращались в акиматы городов и областей о том, что мы хотим, имеем желание войти в группы общественного мониторинга, но при этом нам уже отвечают: места, извините, заняты. Количество групп общественного контроля, оно же не ограничено. Вот. Ограничено только количество в группе, да? Нам Да. уже, может быть, скорее всего, акиматы неправильно допонимают. Это не надо общественникам, в принципе, объяснять. Это в большей степени нужно объяснять внутренней политике на уровне акиматов. Потому что многие органы государственные не понимают о том, что такое общественный контроль, и они ограничивают деятельность общественников и заинтересованных граждан, и групп заинтересованных граждан на местах. Невозможностью формирования групп заинтересованных лиц при реализации любого государственного проекта. Все, спасибо. Я поняла вас. В общем, мы провели уже серию семинаров для представителей государственных органов, очень подробно разъясняли применение закона об общественном контроле. И я знаю точно, что Арман Амантаевич принимал участие не только в разработке этого закона, но и в ходе обсуждения его проекта в стенах парламента. И касательно вот общественного мониторинга, вот то, что вы говорите, группа общественного мониторинга, группа общественного контроля вы можете сами сформировать, если это будет действительно по вопросу, который направляется на анализ и оценку актов решений. То, что касается и протокол о формировании группы общественного контроля, вы его делаете в произвольной форме и инициируете, вот, допустим, проводите проводите общественный контроль в какой-либо из форм, который вот предусмотрен в рамках законодательства. Теперь по тем общественным мониторингам, которые проводились вашей группой, ранее направлялись ответы. Я знаю по этой ситуации, я знаю про судебные иски, потому что частично как в качестве третьего лица нас тоже привлекали к этим судебным процессам. Там речь идет о других вещах. Но то, что вот конкретно вот по общественному мониторингу, я вот еще раз прошу, чтобы просто когда мы рассматривали ваши документы, вернее, ознакомливались, и когда в ходе которых рассказывали, я еще раз говорю, что мы не должны подменять общественный контроль словом «проверка». Проверка – это прерогатива государственных органов, которые наделены определенными полномочиями. Мы, значит, общественный контроль – это в первую очередь он выявляет и информирует компетентные органы о допущенных нарушениях. И там уже, уже государственные органы со своей стороны должны принимать решения. Поэтому в этих целях вот то, что регламентирует именно сферу осуществления общественного контроля и в целях обеспечения участия граждан в принятии решений, был принят этот закон. Я вот, опережая вашу, не знаю, ремарку, может быть, да, реплику, я хочу сказать, что закон об общественном контроле, он в странах СНГ, он не впервые, но, допустим, мы там после Российской Федерации, после Узбекистана, по-моему, третий или по счету, в которых был уже принят этот закон. Действительно, да,
Возможно, правоприменительная практика нам еще покажет, да, в чем мы были правы, в каком русле есть какие-то недостатки, которые требуют там внесения дополнительных каких-то законодательных норм. Все это в процессе, я думаю, что выправится и, возможно, ну, посмотрим, как дальше будет. Но на сегодняшний день закон, он, в принципе, охватывает те нормы, в которых регулирование тех моментов, необходимость в котором была уже именно со стороны, которые предложены были именно представителями общественности. Потому что Ну, мне кажется, что ни один закон не проходил такое широкое обсуждение, как именно закон об общественном контроле. Потому что он очень широко обсуждался, и все нормы, и не только он, не то, что он широко обсуждался, он кардинально менялся по итогам обсуждений. И сейчас вот в таком виде он был принят при всеобщем одобрении. Поэтому дальше посмотрим, как это будет конкретно по вашей деятельности, оно окажет вам влияние какое-то. Ну, у нас дошло дело вплоть до администрации президента по той самой причине, что не признают местные государственные органы ни общественного контроля даже за принятие этого закона. Я говорю, Ну, это регламентируется же не только этим законом, и в рамках реализации того же самого проектного управления у нас вся да, наша политика, экономика страны должна была выстроиться вокруг проектного управления и реализации, да, но как вот экс-председатель, да, счетной палаты Годунова сказала, все проекты теперь поставлены на утрату, которые были выделены десятки триллионов тенге. Это годовые бюджеты нашей страны. Но при этом общественный контроль так и не заработал ни в рамках проектного управления, ни в рамках антикоррупционной концепции. И здесь вот есть полное противодействие местных исполнительных органов в исполнении, да, этого закона в рамках даже давайте принятия я вас мер по прерву. нашим... Да, все, спасибо. Я вас прерву, извините, пожалуйста, да. Сегодня мы же разъясняем нормы этого закона об общественном контроле. Я просто хочу сказать, что да, действительно, возможно, ваши тогда доводы не работали, потому что законодательных норм, регулирующих именно эту сферу, не было. Сейчас у вас есть права и обязанности, есть определенные права и обязанности у объектов общественного контроля. А что касается вопроса вашего объединения, там немножко ракурс был другой, поэтому, вернее, как условия и так далее, это немного другое было. Это предмет отдельного, да, скажем Так, так, Ну, понятно, но разговора. коллеги, вы сами Давайте давайте дальше. перейдем Да. Все хорошо, к спасибо. дальнейшим вопросам. Да, Мгм. Жанаргуль Куровиком, тут вопрос в чате пишут. Я вижу, Сара Азимбек, на вашу руку, потом вам. Здесь вопрос в чате, что вопрос докладчику. Какие меры ответственности предусмотрены к нарушителям норм данного закона? Мгм. Так, эм, как я уже говорила, да, в статье 16 закона уже говорится, что за нарушение норм законодательства, вернее, в статье 15, нарушение законодательства Республики Казахстан об общественном контроле влечет ответственность в соответствии с законами. То есть отдельной такой нормы именно в этом законе нет. Но поскольку любые действия субъектов общественного контроля, информирование объектов общественного контроля осуществляется в порядке и в условиях, в соответствии с сроками, которые уже предусмотрены административно-процедурно-процессуальным кодексом, соответственно, и ответственность сторон, она также регулируется в рамках вот действующего закона, конкретно АППК. И далее вот. Большое спасибо, Сара Азимбек, на вы руку подняли. Да, я забыла представиться, меня зовут Имбарова Сара, я исполняющая обязанности частного учреждения Казахстанский институт общественного контроля. Он у нас вырос из программы проекта, который в рамках Гражданского альянса реализовывался, и сейчас это отдельное направление, как отдельный институт вырос. У меня к вам просьба, Жанна Аргульхановна, когда вы будете проводить разъяснительную работу среди исполнительных органов власти, обязательно проговаривать один момент, из-за которого, возможно,
возникают те вопросы, которые вот предыдущий наш коллега задавал. Это вот по поводу заключительного документа. Вообще заключительный документ, он предполагает рассматривание его результаты, да, могут объекты самостоятельно рассматривать, а могут и приглашать самих субъектов общественного контроля. И тогда на этой встрече в рабочей обстановке можно все вот эти острые углы сразу же и обсудить. Мы, когда проводили общественный контроль в рамках вот 14 школ города Шымкент, это оснащенность кабинетами и детское питание. И тогда вот мы столкнулись с тем, что вот при вот таком прессинге со стороны предпринимателей, потому что их тоже это коснулось, но мы четко ограничили свои границы, дозволено в рамках того действующего законодательства, того закона. И я к чему говорю, что в тот момент, когда мы вместе собрались и над итоговым документом разговаривали, обсуждали, там было 19 пунктов и рекомендации по их устранению, потому что там были выявлены системные нарушения. И у меня к вам просьба, когда вы будете проводить работу, обязательно останавливаться на этом моменте, чтобы они приглашали, потому что то, что написано на бумаге, мы по-разному интерпретируем одно и то же слово. Государственные чиновники, они на своем языке, НПО и граждане – это совершенно немножко другой язык, и требуется вот это декодирование вот этих слов. Спасибо большое за разъяснение. Сара Симбековна, принято ваше предложение. Обязательно мы, в принципе, проговаривали эти моменты. Ну, еще раз будем обращать их внимание на эти моменты еще раз. Но в целом разъяснительная работа, она будет вестись в течение всего года. И следующий вот, почему мы выбрали, просто заинтересованность была большая со стороны членов общественных советов, гражданского общества. И поэтапно продолжается. То есть эта работа не сегодня она началась, я хочу сказать, и она не завершится, она будет идти. Даже, да, здесь мы всю эту неделю будем проводить семинары по разъяснению норм закона для членов общественных советов. 25 апреля также у нас планируется открытая Zoom-конференция для всех заинтересованных сторон, кто хочет послушать по норм разъяснению. Плюс еще все записи, которые происходят, они все будут размещены на YouTube-канале Альянса. То есть человек в любой момент может зайти и посмотреть. И тут многие очень пишут о том, что все просят презентацию, материалы выслать. Все презентационные материалы мы направим, в первую очередь, это секретарям общественных советов, которые они отправят в свои чаты. А также, я думаю, мы разместим на нашем телеграм-канале, где каждый может зайти и скачать на необходимом ему языке, на русском и на казахском языке презентацию. И гражданские альянсы закиньте, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Да, еще вопросы спикеру? Так, уточнение. Да. Жанар сказала, да, это Жахопов, это общественный совет по вопросам государственной службы. Жанар сказал, что в агентствах нет общественного контроля. Ну, вернее, советов. Там есть. Нет, я... Да, вы сказали, что министерство, да, вот агентство, которое подотчетное, там нет. Давайте я поясню. Да. Я поясню. Я имела в виду, что действие закона об общественном контроле не распространяется на деятельность агентств. Но в то же время, согласно закону об общественных советах, да, есть общественные советы, которые созданы в агентствах, и которые, то есть деятельность агентств, общественный контроль деятельности агентств могут осуществлять только общественные советы, а в остальных нет ограничений. Вот в этом разница. Я знаю, что в агентствах есть, поскольку мы сами же являемся же уполномоченным органом. Я имею в виду, что действие именно этого закона, она не охватывает сферу, то есть группа общественного контроля не может зайти рассматривать деятельность агентства, но при этом общественный совет агентства, он свою функцию выполняет по осуществлению общественного контроля со стороны общественного совета агентства. Извините, но это какая-то казуистика и противоречие.
Тут надо четко говорить. Ну, четко должен, или закон не доработан. Что за дела? Министерство могут, а агентства нет. Это такие же, это ведомства, исполнительный орган. Поэтому Да, но они являются посмотрите, что- подотчетными и подчиненными Ну и что? президенту Республики Ну и Казахстан. что? Закон Это исполнительный, Закон принят, равно я вам исполнительный. просто разъясняю норму Ну, имейте в закона виду, уже. что на будущее уже это принятого. должно устранить это. Это надо устранять. Что, антимонопольно нельзя, что ли? Это любой госорган может, кроме тех вот правоохранительных, там, силовые и так далее. Есть особый перечень. Просто Так деятельность что, агентств тоже. ну, это какую-то хитрость заложили, это неправильно, я считаю. Так, большое Так, и спасибо. Спасибо второе, за мнение, да. там вот в конце была презентация, что финансовый ресурс или что-то такое я вот не успел Мгм. для общественного контроля предусмотрено. По-моему, нет такого. Нет, финансовые, Ну, так смотрите быстро еще. полистали, что я не успел. Так, Материально-техническое и организационное обеспечение общественного контроля – это статья 14 закона. Она осуществляется за счет средств субъектов общественного контроля, а также иных источников, установленных законодательными актами Республики Казахстан. В законе так написано. То есть, если субъект общественного контроля инициирует, то, соответственно, это за его счет, за счет его средств, но другие средства он может привлекать вот в соответствии с законом. какие средства могут быть у субъекта общественного контроля? Я не представляю. Каких-либо средств, Это же общественный. Поэтому но государственное Так. финансирование общественного контроля также не может быть предусмотрено. вот, Это что за тогда средства? Непонятно. собственные средства, Да, собственные личные средства, средства. свои личные. Я хотела добавить в презентации вот на там, где вы перечислили граждане, чуть-чуть с буквой «не». Да, я знаю, я прошу прощения, мы как раз этим занимаемся. Мгм. Ошибку мы исправим, и сейчас будет направлено. Мгм. Так, уважаемые участники, еще вопросы к спикеру? Если вопросов нет, я предлагаю тогда заканчивать. Большое спасибо, Жанна Болгобековна, за ваше выступление. Все презентации, которые мы получим от как комитета, от министерства, мы направим в чат и также разместим на нашем телеграм-канале. Большое спасибо всем за участие. Жанна Болгобековна, вам большое спасибо за Хорошо, разъяснение. спасибо. Всем до Спасибо, свидания. спасибо, до свидания.